Раз, меня слышно, видно. Да, слышно, видно. А, Здравствуйте, слышно, видно. Добрый день. Очень рада Здравствуйте. всех видеть, слышать. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро, добрый день. Настраиваемся на работу. Рада видеть, слышать. Пусть мы виртуально, но мы чувствуем энергию друг друга. Хотим получить новые знания, слышать новую информацию. Вижу Алдан. Да, коллеги, вы можете написать в чате ваше имя, фамилия, почту, телефон, какую организацию вы представляете. Параллельно идет эфир в Ютубе. Все материалы будут на нашем портале. И если вы хотите, чтобы вам поступала рассылка единого ресурсного центра, то тоже можете указать, и мы вас включим в нашу единую рассылку. Давайте активно общаться в чате, потому что сейчас вам будут выключены принудительно все микрофоны, пока будет образовательная часть, а дальше мы уже с вами пообщаемся, серию вопросов и ответов сделаем обязательно. Махсагалох видим. Еще какие у нас есть районы, Наслега, очень приятно, всех ждем на нашей площадке. 11 часов. Да, вот спасибо, Леонид, указал все наши, сохраните себе телефоны, ссылки на соцсети, наш портал, карта гражданских инициатив. Вижу своих коллег, тоже приветствую здесь. Мы все на удаленке. У нас половина коллег заболела, я тоже сейчас сижу перед вами с омикроном. Вот так выглядит человек с омикроном. Так что не все так страшно. Нюрбинский Улус, приветствуем. Бердигистях, Горный, привет. Ну что, коллеги, начнем. Действительно, мы с вами сегодня начинаем очень интересную серию вебинаров единого ресурсного центра. Начнем мы с приятных вещей, несмотря на то, что мы сидим на удаленке, несмотря на то, что многие на карантине, и сотрудники единого ресурсного центра в том числе. Но я хочу начать с поздравлений. Во-первых, 2 года назад, 3 февраля, была перерезана ленточка в открытом пространстве единого ресурсного центра, и мы его торжественно открыли. Так что поздравляю, это наш день рождения, такое виртуальное, потому что реально мы зарегистрированы 6 мая 2020 года. Но наша команда, мы считаем, что все-таки открытие состоялось тогда, когда на базе фонда «Семья для ребенка» по поручению председателя правительства был создан и открыт единый ресурсный центр. Я думаю, вместе нам по пути. Сейчас 67 участников, в Ютубе тоже люди подключаются. Спасибо большое, Майя Галактионовна, я вижу, с днем рождения. Да, очень приятно, если вы нас здесь поздравите с днем рождения, потому что давайте начнем с позитивной ноты. И тоже не случайно, да, сегодня 3 февраля, 1 февраля начался китайский Новый год, 2 февраля начался бурятский, тувинский Новый год, и говорят, 3 марта будет тибетский, калмыцкий Новый год. То есть мы с вами сейчас в новолуние встречаемся, и здорово в это время делать карту желания, планировать,
начинать свои дела, поэтому, наверное, все не случайно. Я вас всех поздравляю с началом нового Восточного Нового года и желаю здоровья в первую очередь, успехов во всех ваших начинаниях, и чтобы ваши проекты были реализованы, поддержаны и нашли своих партнеров, соратников и, самое главное, ресурс. Давайте следующий слайд. Сегодня я буду не одна, к нам подключился, он представится, какую должность он занимает, Дмитрий Куприянов, сотрудник Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Кто знает, в прошлом он был нашим сотрудником, но это здорово, мы вместе продолжаем работу над конкурсов грантов главы Республики Саха-Якутия. Сосредоточимся сейчас на этом конкурсе. И в завершении несколько слов о фонде президентских грантов я скажу. И мы будем с вами встречаться, о плане я тоже скажу, на вообще весь грантовый конкурс. Мы будем встречаться по четвергам практически весь этот месяц и вплоть до мая. Значит, план вебинара таким образом построим. Я предлагаю рассказать сейчас о конкурсе, я скажу два слова. Дальше возьмет бразды правления на себя Дмитрий Куприянов, расскажет о направлениях конкурса, лимитах, грантах. И я бы очень хотела попросить, Дмитрий, чтобы вы нам расшифровали, какая конкурсная документация сейчас висит на портале, актуальная, как ею воспользоваться и так далее. Для приказы, методические рекомендации, порядок и так далее, да, для понимания. И очень прошу, Дмитрий, привет, я тебя вижу, очень прошу все-таки начать с конкурсной документации, это очень важно. Дальше мы поговорим про этапы, как это все будет происходить в 2022 году. Очень подробно про требования к участникам конкурса. И Дмитрий немного расскажет о нововведениях, я тоже продолжу. А в завершении, что касается грантов главы, я прямо сделаю умное лицо, включу администратора и буду четко говорить по критериям, по каким наша команда будет проверять по первичным признакам ваши заявки. И когда вы увидите, что ваша заявка на доработку отправлена, вы увидите причину, почему, и вам, чтобы мы друг друга понимали и не было сломанного телефона, лучше нам на берегу договориться, какие требования, вы должны знать, какие требования есть и по каким причинам мы можем отправить вас на доработку, а если вы не доработаете или не соответствуете условиям конкурса, то, к сожалению, уполномоченный орган вашу заявку может впоследствии отклонить. Так вот, мы сегодня в том числе для этого собираемся, чтобы этого не произошло. Давайте следующий слайд. И, конечно, вопросы-ответы, мы включим микрофоны, и вопросы вы можете направлять в чате, писать для того, чтобы ускориться, да, и чтобы нам на обед, по возможности уйти вовремя. Действительно, это уже третий конкурс, я не могу поверить, что это уже третий конкурс, когда-то это был первый и второй, и помните, мы с вами встречались в основном в мае, в июне и в июле, это была горячая пора, пожары были в прошлом году, и все это было вместе, и может быть и здорово, может быть и не просто вам, некоммерческим организациям, и я вас прекрасно понимаю, что вам сейчас нужно взять и раздвоиться, особенно тем, кто принял решение подать на конкурс фонд президентских грантов, и кто-то принял решение подать на конкурс грантов главы. Все нужно сейчас на берегу 7 раз отмерить, 1 раз отрезать, и точно не должно быть дублирования заявок. Заявки, посланные на 2 этих конкурса, должны быть абсолютно разными, потому что в случае победы вам может быть претензия о задвоении ресурсов, которые вы привлекаете из бюджетов. Очень внимательно здесь нужно быть.
Вот в этом и сложность, наверное, основная будет. Значит, бюджет конкурса опять-таки на высоте, в пределах 100 миллионов рублей, и надо понимать, что он состоит 50% из бюджета, государственного бюджета Республики Саха-Якутия, 50% он состоит из бюджета, предоставленного Фондом президентских грантов, за что им большое спасибо. Прием заявок 30 календарных дней, электронная подача заявок на конкурс, и это здорово, как будто бы кто-то сверху знал, и 3 года назад все это началось, и пандемия, и электронный прием заявок. Очень здорово, что вам не нужно никакие бумажки сейчас никуда нести и отправлять. И вы видите, да, портал, он не изменился, все так же, все работает. Если у вас есть какие-то просьбы, замечания по техподдержке, вы тоже сейчас можете написать в чат, мы все это передадим, и Дмитрий это все тоже зафиксирует себе. И независимая экспертиза сейчас будет проводиться в этом раз 50 экспертами, в том числе внешними. Эксперты достойные, я состою в координационной комиссии, мы утверждали как направление, так и список, посписочно, значит, экспертов, поэтому действительно, я думаю, что конкурс наш общий пройдет прозрачно, достойно, без шероховатости. Это уже третий опыт. Следующий слайд. Думаю, все будет хорошо. И сейчас Дмитрий нам расскажет вот про 23 направления конкурса. Они чуть-чуть изменились. Лимиты грантов по направлениям конкурса, соответственно, сумма другая, ну и после координационной комиссии тоже изменились. Минимум барьеров, потому что если раньше, помните, в первом конкурсе вы предоставляли различные бумажки с разных ведомств и органов, например, Минюст, налоговая и так далее. Теперь этого ничего не нужно. Не забудьте приложить копию устава в PDF, пожалуйста, все страницы, чтобы это все было. Проверьте с последней страницей также обязательно, чтобы там была печать и отметки органов юстиции. Доверенность при необходимости, если подписывает не руководитель, а лицо, замещающее по доверенности. И форма заявления обязательно, которую вы скачаете, и желательно ее скачать именно когда вы нажимаете на подачу, перед подачей заявки, там будет форма, лучше скачать ее, а не брать ту вордовскую, которая прикреплена в конкурсных документах. Проверьте, пожалуйста, несколько раз, потом подпишите, поставьте печать и отправьте. И возможность доработки заявки на первичном этапе. Помните, раньше у вас было 5 дней, и в течение 5 дней вы должны были отправить. И самое главное, последние 5 дней уже на доработку отправить было нельзя. Так вот, сейчас заявки, поступившие в день завершения только, в самый последний день, мы, администраторы конкурса, не можем отправить на доработку. А так вы можете, получив уведомление о том, что ваша заявка на доработке, дорабатывать ее до, получается, предпоследнего дня. Следующий слайд, и, наверное, мы Дмитрию передадим слово. Да, ну вот я скажу об этом, да, и Дмитрий подтвердит мои слова. Следующую презентацию нужно будет готовить Дмитрия. Старт приема у нас начался 1 февраля, ровно в Новый год мы начали восточный. Окончание приема заявок 2 марта, я уж не знала, как тут написать, 00:00 часов. Дмитрий прекрасно помнит опыт прошлого года, когда ему в 00 часов 01 минуту, в 23 минуты и так далее были, как администратору единого ресурсного центра, гневные звонки: пустите, примите и так далее. Поэтому давайте, коллеги, мы с вами договоримся, и даже фонд президентских грантов просит о том, чтобы все-таки свою заявку начинать отправлять. Кстати, фонд Потанина тоже просит, по крайней мере, за несколько часов до окончания приема заявок, потому что могут быть технические срывы, может быть замедленный интернет, особенно в некоторых районах республики. Так что желаю удачи. Дмитрий, я передаю вам слово с удовольствием. Представьтесь, пожалуйста, для наших коллег.
Всем добрый день, Ольга Анатольевна, еще раз рад вас приветствовать. Разрешите для начала, конечно же, поздравить от себя лично и от имени Министерства по делам молодежи с днем вашего рождения. Я прекрасно помню этот день, когда ленточка разрезалась, и меня, конечно, в частности, там, правда, чуть-чуть не было, но был свидетелем, так сказать, этих ярких событий. И очень приятно и отрадно, что в течение достаточно долгого времени мы вместе продвигали и развивали наше гражданское общество. Я сейчас являюсь специалистом отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства по делам молодежи. И, конечно же, вот сейчас вот немного с другой стороны смотрю на этот конкурс, и непосредственно сейчас являюсь одним из тех людей, которые этот конкурс проводят. Здесь на слайде вы видите непосредственно наш QR-код, вы можете перейти по ссылке к наш инстаграм-канал НКО Якутии, можете там ознакомиться непосредственно с публикуемой информацией, как раз множество актуальной информации там публикуется, а также вы можете направлять свои проекты, свои новости, мы, конечно же, с радостью будем их публиковать. И если можно, Леонид, следующий слайд. Непосредственно о теме нашего сегодняшнего разговора я, конечно, буду по большей части пытаться дополнять тот объемный материал, который вам передадут наши коллеги с Единого ресурсного центра. И, собственно, я расскажу об основных изменениях конкурса в этом году на предоставление грантов главы Республики Саха-Якутия. Здесь также прописаны мои лекала, так что если кто-то не запомнил, упустил это, вы можете сфотографировать и потом гневно писать комментарии или же в чате писать о том, что вот я либо что-то упустил, либо что-то не сказал, или же, может быть, когда появятся какие-либо вопросы, вы можете позвонить и уже сказать, что вот был такой человек у нас недавно в вебинаре, можете, нам нужен этот человек для уточнения определенных вопросов. Вполне возможно. И если можно, давайте следующий слайд. Я вообще был бы рад, конечно, там некоторые моменты показать, потому что, учитывая запрос Ольги Анатольевны, у меня там презентация чуть-чуть сходу поменялась, и я, если уж не смогу ее показать, то, конечно, просто расскажу словами. Немного истории, да, 3-й год мы проводим этот грантовый конкурс с учетом множество факторов, очень многих процессов и событий. Конечно же, конкурс развивается, мы не стоим на месте, и даже сейчас, прямо сейчас у нас коллеги работают над тем, чтобы этот конкурс развивался, становился лучше, чтобы становился удобнее для вас, для представителей некоммерческих организаций, чтобы вы не ощущали каких-либо проблем, может быть, или же каких-то там заминок, и с раннего утра до очень поздней ночи мы, мои коллеги, а также вот мои коллеги с Единого ресурсного центра вкладывают множество сил для того, чтобы вам было комфортнее участвовать в этих грантовых конкурсах и реализовывать свои идеи. Непосредственно в 2020 году было разыграно 56 миллионов рублей, было подано 256 заявок, из них мы определили 43 победителя. Конкурс проводился по 11 направлениям. В 2021 году уже, конечно, с учетом софинансирования фонда президентских грантов мы вышли на баснословную сумму 103 миллиона рублей 539 тысяч рублей. И, соответственно, у нас и количество участников выросло на целых 65%, это 424 участника. Очень было сложно, но интересно, конечно, проводить этот конкурс, учитывая такие объемы и масштабы. И, конечно же, мы смогли определить 81 победителя по 25 направлениям. В этом году, как уже сказала Ольга Анатольевна, у нас сумма с учетом софинансирования вышла 97 миллионов, из них, как мы уже говорили, 48 миллионов – это бюджет Республики Саха-Якутия, и 48 миллионов – это бюджет фонда президентских грантов. В этом году мы решили чуть-чуть сократить наши направления с учетом, опять-таки, пожеланий участников некоммерческих организаций наших, с учетом пожеланий членов координационной комиссии, ну и также с учетом вот тех событий и актуальности с настоящего времени мы решили, что в этом году будет 23 направления. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Ага, вот по основным направлениям и ее предельным суммам вы сейчас видите у себя на экранах, какие суммы были доведены по итогам координационной комиссии.
все эти материалы имеются в свободном доступе на сайте grants.yakutia.click. Вы можете прямо сейчас перейти, посмотреть в разделе документации. Если там чуть-чуть не спуститься по странице вниз, там есть раздел «Документы», там опубликована вся необходимая интересующая вас информация, методические рекомендации о том, как составить бюджет, методические рекомендации о том, как составлять отчетность, непосредственно протокол координационной комиссии. Все это делается и предоставляется вам для того, чтобы это все было прозрачно и открыто перед вами. Мы все-таки вместе с вами честные люди, мы понимаем, что эта информация может быть для вас не только полезна, но и достаточно важна, чтобы вы понимали все особенности и важности этого конкурса. Ну так вот, непосредственно по направлениям, как вы видите, у нас есть, например, направление содействия развития занятости молодежи. В этом году сумма с учетом финансирования была выделена порядка 9 миллионов рублей. Такие распределения по суммам были доведены в счет того, что в счет анализа участие в грантовых направлениях, поэтому если вам кажется, что по вашему направлению сумма маленькая или же ее недостаточно, то я призываю, конечно же, вас активно привлекать коллег, показывать, что это направление очень важно, очень актуально, и тогда в следующем году я вам уверяю и прямо становлюсь, наверное, гарантом слова, что в этом направлении сумма, конечно же, вырастет. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Как я уже говорил, направлений у нас 23. В следующем слайде вы видите у нас еще следующую десятку направлений. Здесь уже, конечно, сумма в некоторых направлениях чуть меньше, но опять-таки это не значит, что это направление не является актуальным для нас. Так вы видите, например, что у нас по направлению поддержка в области противодействия коррупции, новое направление у нас появилось, было выделено 1 000 000 рублей. Это все появилось по запросам, опять-таки, некоммерческих организаций, представителей и общественной палаты о том, что это направление стало актуальным и существует необходимость проведения конкурса именно в этом направлении, поэтому мы решили попробовать и, конечно же, будем надеяться, что это направление новое для нас и новое для этого конкурса будет актуальным, необходимым и, конечно же, очень востребованным. Можно дальше? Последние вот 3 направления у нас: поддержка проектов направлена на популяризацию государственных и официальных языков, поддержка адаптивных видов физической культуры, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В целом, как я уже говорил, сумма доведена до 97 552 000. И по направлениям материнства, отцовства и детства, вы видите, у нас сумма выросла, чем в прошлом году. Связано это с тем, что у нас, опять-таки, в этом году был объявлен год матери, ну и также и то, что это направление было достаточно актуальным, достаточно важным для участников нашего конкурса, поэтому активно призываю там участвовать, активно призываю писать проекты в этом направлении. Немного по секрету скажу, учитывая те события, актуальности некоторых моментов, мы призываем вас не забывать о таком важном моменте, как актуальность тех или иных событий. У нас все-таки в этом году объявлен год матери в Республике Саха-Якутия. Было очень много больших проблем, наверное, скажем так, с точки зрения экологии, поэтому если у вас в проектах будет еще ваши проекты будут касаться еще и экологии, экологичный сбор мусора или, например, по посадке деревьев, это все, в принципе, можно вклинить, наверное, достаточно любые молодежные, например, или же иные проекты, как мероприятия. И это, я думаю, даст достаточно много возможностей и перспектив для вашего проекта. Эти направления будут так или иначе поддерживаться и рассматриваться, конечно же, с благоприятного ключа. Поэтому не забываем о том, что у нас вот объявлен год матери, не забываем о экологии, не забываем послание главы, не забываем о наших национальных проектах, которые определены в Российской Федерации. Чуть дальше, можно, пожалуйста? Ага, вот, по изменению. Основа, конечно же, осталась практически та же. Как я уже говорил, по документам, например, мы и по требованиям к участию мы не должны находиться, как некоммерческие организации, не должны находиться в процессе реорганизации и ликвидации. У нас должна отсутствовать неисполненная обязанность, не должна отсутствовать просроченная должность, поэтому в этом плане обязательно проверяйтесь. Я думаю, мои коллеги с Единого ресурсного центра вам об этом более подробно, конечно же, скажут. По документации
на что обязательно стоит обратить внимание, это, конечно же, единственный документ, который вот загружается организация, это устав организации. Он должен быть отсканирован в формате PDF, и не забываем про оборотную часть с заключением Министерства юстиции. В прошлом году, к сожалению, очень много организаций были исключены, очень хорошие, очень актуальные, очень интересные проекты были исключены и выведены из конкурса только из-за того, что устав организации был либо неправильно отсканирован, либо там не читался текст. И вот самое обидное для нас было это то, что оборотная сторона, именно заключение Министерства юстиции, не было приложено. Это и является вот достаточно частой ошибкой, поэтому я думаю, в этом году такого не будет. Мы еще раз обращаем ваше внимание, что это необходимо делать. Поэтому личная просьба, наверное, моя будет: постарайтесь подать заявку все-таки пораньше. Мы в этом году сделали так, что вот заявка на доработку можно направлять до последнего дня, и кроме как в последний день нельзя направить на доработку. Мы, конечно, понимаем, что это будет достаточно большая нагрузка для наших коллег и для нас в частности, проверять, перепроверять, но опять-таки это очень важно как для нас, так и для вас, чтобы хорошие, достойные проекты могли участвовать в этом конкурсе. Поэтому постарайтесь подать заявку заранее, чтобы наши коллеги могли успеть проверить, и в случае, если у вас есть какие-либо такие недочеты с точки зрения устава или иных загруженных документов, мы могли направить ее на доработку, и тем самым вы могли достойно принять участие в этом конкурсе. И также вот про форму подтверждения заявки Ольга Анатольевна уже упомянула. Я думаю, впоследствии в течение этого грантового конкурса и тех вебинаров, которые у нас будут проходить, об этом тоже не раз расскажут наши коллеги. Форму подтверждения заявки также необходимо загружать с автоматической выгрузки. Если вы делаете, поступайте правильно, если вы после распечатки еще раз перечитываете тексты и, может быть, находите ошибки, пожалуйста, когда исправляете, перекачивайте обратно форму подтверждения заявки. Бывали случаи, что у нас происходили небольшие несоответствия текста формы подтверждения заявки и заявки. У нас эксперты после этого остаются некоторые недоумения, а мы удивляемся казусности этой ситуации, поэтому эти моменты тоже стараемся не забывать. Но непосредственно по изменениям, которые произошли в этом году. У нас, как и в фонде президентских грантов, появилось понятие ключевых контрольных точек КТ. Они фиксируют, какой конкретно измеримый, очевидный, достижимый результат планируется в рамках этапа проекта. Опытные участники грантовых конкурсов фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, наверное, прекрасно понимают, особенно те, кто побеждали и не раз, о том, что есть контрольно-ключевые точки. Об этом тоже много раз рассказывалось, и мы решили, что это необходимо, даже не с точки зрения контроля там, или же прибавки вам лишней рабочей мороки, а для того, чтобы потом, впоследствии, когда вы будете писать итоговый отчет, у вас всегда были готовы свежие материалы, и вам не нужно будет потом копить и перелистывать тонну информации вашего Инстаграма или иных сетей, где вы публикуете информацию в поисках той самой нужной ссылки или же тех самых количественных, качественных показателей. Тут снизу показан пример, как будет выглядеть эта контрольно-ключевая точка. То есть, допустим, проведем обучающий семинар от миссии к бренду, в котором приняли участие представители не менее 50 некоммерческих организаций. Срок этого выполнения до 1 апреля 2021 года. Как пример. Можно дальше? Также появилось понятие куратора проекта. Это единое контактное лицо по взаимодействию с получателями грантов из числа соисполнителей государственных программ Республики Якутия. Функция кураторов достаточно интересная. Они будут отвечать на письменные запросы получателей этих самых грантов, они будут оказывать консультации по тем направлениям, которым они ведают и являются специалистами, согласовывать изменения в соглашении, контролировать исполнение контрольно-ключевых точек и предоставление отчетности. Если вы будете опаздывать, мы как специалисты и как куратор проектов будем периодически вас докучать с требованием, чтобы вы заполнили эти данные. Также мы будем смотреть самые отчеты, и если там есть какие-либо несоответствия или недостижения, мы будем, конечно же, либо очень грузно бычить, наверное, скажем так, букать и добиваться
правильного, качественного исполнения этих ваших показателей. Также будем помогать в подготовке отчетной информации по итогам реализации проекта. Ну и, конечно, мы будем давать рекомендации к оценке проектов, которые потом, как и в фонде президентских грантов, преврастет в конкурс на лучшее исполнение этого самого проекта. Сейчас уже специалисты Министерства молодежи, а также других органов исполнительной власти уже назначаются кураторы, поэтому как только ваши заявки будут публиковаться, на вашу заявку обратить очень пристальное внимание. Не только мы, как специалисты министерства, но и специалисты других органов исполнительной власти, в чьи направления непосредственно вы были подали. И очень приятно и очень отрадно, что, вот, например, здесь вот в рамках этого вебинара контакты даются, потому что мы это тоже будем фиксировать, и возможных участников мы будем также приглашать в определенные WhatsApp-сообщества для того, чтобы вы потом могли в случае чего советоваться, консультироваться и так далее. Помимо, если что, помощи от наших коллег с Единого ресурсного центра. Можно дальше? Вот, по обязательным показателям. У нас в этом году появилось понятие обязательного показателя, то есть значение количественных результатов, в рамках которого показанные виды деятельности должно быть охвачено не менее 50 человек. Это вот буквально вот свежий тоже понятие. Сейчас в грантах, на портале грантов вы можете увидеть такую вот ситуацию. Появилось как один из обязательных показателей вот такой вот показатель. Количество граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив для культурных направлений, и количество благополучателей. И вот там вот, пока, если у вас показатель будет менее 50, да и вообще в целом, если у вас показатель будет менее 50, у вас это будет загораться красным. Мы сейчас работаем над тем, что в исключительных случаях, если, например, проект там охватываются определенные слои, где охватить большое количество людей будет достаточно сложно, мы постараемся сделать так, чтобы они были менее 50, конечно же, но мы с вами, коллеги, прекрасно понимаем, что так или иначе, если у нас целевая группа это человек, допустим, вот 10-15, то его окружение, а именно благополучателей, их, конечно же, в разы больше, поэтому 50 благополучателей достичь реализации какого-нибудь проекта, это в целом, в принципе, мне кажется, достаточно возможно. Можно дальше, пожалуйста? Вот, соответственно, и в рамках отчетности у нас появился отдельный пункт для тех, кто победили, особенно по направлению культуры, у них появится такое еще один показатель, это поддержка творческих союзов. Она может быть обязательной, может быть не обязательной для тех, если организаций, у которых это может быть охвачено или не охвачено. Поэтому не пугайтесь тому, что у вас надо будет что-то придумать. В принципе, если это касается именно вас, соответственно, это вас коснется. Если это вас не касается, то, конечно же, можно будет спокойно пропустить. Можно дальше? Ага. И вот непосредственно контактная информация. Я думаю, что мы все прекрасно согласимся с тем, что перегружать наших единственных неповторимых коллег с Единого ресурсного центра будет достаточно несправедливо. Все-таки у них сейчас достаточно много работы, поэтому мы сейчас вот представляем вам информацию о тех ресурсных центрах, которые также в рамках своих возможностей и компетенций постараются вам максимально помочь. И также тут указаны контакты нашего отдела, вы можете также в рабочее время звонить. Единственное, я попрошу, конечно, не пытаться не звонить в нерабочее время, все-таки мы тоже люди, мы тоже хотим немного отдыхать. И это касается не только нас, специалистов министерства, но и, конечно же, специалистов и экспертов и ресурсных центров. Поэтому вы можете в случае, если вам нужна какая-либо определенная помощь, обратиться к коллегам с ресурсных центров, они постараются максимально по возможности, по своим компетенциям вам помочь. На этом, я думаю, у меня, в принципе, презентационный материал закончен. По событиям, по таким вот моментам я постараюсь вас, конечно же, дополнить информацию Ольги Анатольевны. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-либо вопросы, я с радостью, конечно же, на них отвечу после вебинара. Спасибо, Дмитрий. Было очень познавательно. Да, действительно, предстоит большая работа как для заявителей,
как для проектировщиков, так и для администраторов, так и для уполномоченного органа Министерства по делам молодежи, для экспертов, для координационной комиссии. И теперь у нас еще возникли кураторы, и нужно понимать, что конкурсные процедуры – это всегда труд очень большого количества людей, да, еще есть техподдержка, есть один прекрасный человек, который всегда держит руку на пульсе, и мы вот буквально 1 февраля, да, делали тестирование нашего портала. И, кстати, хочу отметить, что я не знаю пока регионы, в которых был бы свой портал, то есть разработчик был бы регион, да, и содержатель был бы регион, потому что в основном это предоставление портала «Моя Россия», и по принципу фонда президентских грантов. У нас своя история, и это тоже очень здорово. И история эта уже 3-летняя. Да, давайте я продолжу. Спасибо, Дмитрий, за вашу информацию. Вы же с нами остаетесь, да, потому что у нас вопросики будут еще поступать, уже поступают. Давайте следующий слайд. Да, конечно, я буду здесь. По возможности, конечно, я микрофон выключать не буду, но у меня тут параллельные рабочие процессы проходят у моих коллег, поэтому я буду, наверное, шуметь. Вопросами и ответом приступать. Наши коллеги тоже видят, есть юридического плана вопросы, есть аналитического плана вопросы и так далее. Ну, давайте мы сейчас все-таки, да, Дмитрий, вы нам, может быть, в конце дадите пояснение, где какие положения, методические рекомендации, приказы и так далее. Вот о том, какие требования к участникам конкурса, это, конечно, у нас положение. Нужно понимать, что положение, оно есть в указе, который еще от 26 апреля, указа главы Республики Саха-Якутия, указ 1836, 26 апреля 2021 год. И я прошу обратить внимание, что были внесены изменения в этот указ, точнее в указ от 2020 года, 29 декабря 2021 год, внесение изменений, указ под номером 2252. Вот то, о чем сказал Дмитрий, вот эти нововведения внесены все вот в этот нормативно-правовой акт, и юристы четко могут для себя сделать пометочки для того, чтобы не было, да, каких-то, ну, я не знаю, форс-мажоров, что мы не знали, мы думали, как в прошлом году или как позапрошлом и так далее. Почему мы с вами сегодня встречаемся? Потому что нововведения есть, они будут, и это нормально. Ну, во-первых, какие требования к участникам конкурса, и мы как администраторы порой принимаем заявки от детских садов, от школ у нас были, от библиотек и так далее. Нужно понимать, что это конкурс для социально ориентированных, некоммерческих организаций, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Республики Саха-Якутия. Это может быть разная организационно-правовая форма, да, но самое главное, чтобы мы поговорим, кто не может дальше принимать участие, но главное, чтобы у вас учредители не являлись государственным органом, органом местного самоуправления или публично-правового образования. Ваша организация не должна находиться в процессе реорганизации и ликвидации и не должна быть введена процедура банкротства. Это вы будете подтверждать в той форме последним листочком в PDF, который вы распечатываете и прикрепляете. Ответственность руководитель полностью берет на себя. Да, это все проверяется уполномоченным органом и администратором, поэтому нет смысла каким-то образом, мы должны быть честны, прозрачны точно, так как мы НКО. Должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пений, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Я прямо сейчас хочу посоветовать вам и вашим бухгалтерам сделать запрос справки об отсутствии задолженности, потому что очень обидно, если пеня в 11 копеек
да, или в 1 рубль помешает вам стать участником этого конкурсного отбора. А такие случаи были, и было очень обидно. Мы порой даже не знаем, что там у нас происходит, да, в налоговых органах, и за что это пеня, но лучше сейчас, так как справку мы не прикрепляем, лучше сейчас это проверить на берегу и устранить, если что-то у нас есть. И должны отсутствовать сведения о дисквалификационных руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере и так далее. Следующий слайд. Значит, вы, когда в разделе «Организация заявитель» указываете свой ОГРН, автоматически выходит выгрузка, да, в том числе и ГРЮЛа. Проверьте, пожалуйста, свой ГРЮЛ. Бывает, что мы запамятовали о том, что нашей организации 30 лет, кто у нас руководитель был тогда и кто сейчас, и кто должен подписывать. Мы тоже это все проверяем. Да. Еще очень важно, чтобы организация не получала в текущем финансовом году средства из госбюджета на цели, установленные пунктом 1.4 порядка предоставления грантов. Посмотрите, это те государственные программы Республики Саха-Якутия. Это говорит о том, что сейчас у нас задвоение бюджетов не должно быть. Это официальное нарушение, и при проверке счетная палата, Минфин и так далее, они будут указывать на то, что участник и там получил финансирование на одни и те же цели. Должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в госбюджет, субсидии бюджетных инвестиций и так далее. Следующий слайд. Очень внимательно сейчас мы должны все это посмотреть. И кто не может быть, и такое тоже было, что подавали участники в прошлом, позапрошлом году, но, к сожалению, согласно порядку, согласно указа главы, участниками не могут быть потребительские кооперативы, политические партии, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения кооперативов, товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищество собственников жилья. Следующий слайд, пожалуйста. Адвокатские палаты, адвокатские образования, нотариальные палаты, микрофинансовые организации, государственно-общественные и общественно-государственные организации, их территориальные подразделения, в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами, государственные корпорации, компании, иные некоммерческие организации, созданные, внимательно, муниципальным образованием, государственным органом или органом местного самоуправления. Следующий слайд. В соответствии с Гражданским кодексом. Так, это, значит, программа наших вебинаров. Можете, мы отправляем объявления по группам, можете сфотографировать. Вот по ссылке, по которой вы сегодня зашли, идентификатору и коду доступа, каждую неделю мы с вами будем встречаться в одно и то же время в 11 часов. Да? Следующая наша встреча будет 10 февраля, 17 февраля, 24 февраля и 24 мая мы уже будем встречаться с победителями, я думаю, совместно с представителями Министерства по делам молодежи для того, чтобы понять, если вы подписали договор соглашения, значит, какая ответственность и какую отчетность нужно будет сдавать. Вот сегодня, кстати, у нас участников 100, и еще на YouTube-канале запись ведется. Запись ведется. Следующий слайд. И что теперь вот как раз про те документы, которые мы с вами должны прикрепить. И включая сейчас грозного администратора конкурса, главы, я могу сказать, что когда мы проверяем, когда заявка прилетает на портал, мы, конечно, смотрим, просматриваем на соответствие в юридическом плане, методическом плане, соответствие порядку, указам, нормативно-правовым актам. Но очень, и об этом Дмитрий говорил, и я не устаю повторять, вы просто не представляете, можно даже делать, мне кажется, журнал «Фитиль», да,
в котором можно показывать, каким образом уставы прикрепляются на портале, в интерфейсе в нашем электронном. Это удивительно. То есть нужно взять устав и просто с первой странички, вторая, третья, ровно по счету сделать, в PDF перевести. И бывает в конце всегда последняя страничка. Тут есть вопрос юридического характера, мы его зафиксировали, наш Вячеслав постарается ответить. Да? Но устав должен быть прикреплен. И вот если не будет одной страницы, или не будет последней страницы, или мы не видим его, или на нем, извините, было пролито кофе, поставлена сковородка и так далее, мы считаем, что этот документ не прикреплен. Он не прикреплен не в должном виде. Все, и ваша заявка пойдет на доработку, если не в последний день. Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от имени участника. Это только в том случае, если заявку подает лицо, сведения о котором у нас в ИГРЮЛе нет как руководитель. То есть по доверенности. Значит, нужно дополнительный документ, это нотариально заверенный, назначение лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса. Тоже, пожалуйста, прикрепите в должном виде. Следующий слайд. Очень внимательно здесь нужно быть. И всего лишь третья бумажка, которую вы прикрепите, это официально, что обязательно должно быть, это электронная отсканированная форма подтверждения заявки согласием на публикацию в интернете, информация об участнике конкурса, о подаваемой участникам конкурса заявки. И здесь хочу сказать, что бывают такие казусы. Мы с вами писали одну заявку, да, проект писали, распечатали, потом хоп, решили проверить. Вот у нас отсканированная лежит, она подписана, печать поставлена, все хорошо, но внесли изменения, поменялся бюджет, поменялось краткое содержание, поменялась цель, все. Вот эту уже бумажку нужно порвать и распечатать новую. Поэтому лучше всего, конечно, 7 раз отмерить, завершить работу над вашим проектом и только в конце в разделе «Подана заявка» распечатать вот эту электронную форму. Такие случаи были, и мы тоже отправим на доработку. Еще бывают коллеги, когда загружают форму из Word, да, из порядка, но тогда нужно указать четко ваш номер заявки. Если номер заявки поданный на портале не будет соответствовать вот на электронной форме, то мы тоже отправим на доработку. Мы прям сегодня пошагово, мне кажется, мы никогда так не разжевывали деятельность администратора. Это было всегда за кадром. Но сейчас очень удобно сделано, что мы проверяем соответствие с критерием, который нам предоставил уполномоченный орган. Да? У нас есть методические рекомендации, и вы у себя на почте проверяйте, пожалуйста, почту, которую вы указали на портале, туда прилетит, что заявка отправлена на доработку, и вы увидите на портале, что у вас не так. Поэтому очень внимательно, да, не допускается расхождение данных, указанных в форме подтверждения заявки, но то, о чем я говорила. И заявитель вправе включить в состав заявки на участие в конкурсе, конечно, дополнительную информацию. Вы можете прикреплять благодарственные письма, всю вашу наградную историю, все ваши какие-то грамоты, почетные, ордена, медали, все, что это есть, вы можете прикреплять в разделе «Организации заявитель» в поле «Дополнительные документы об организации». Там иногда не хватает места, и коллеги говорят, вот у меня 258 грамот, что мне делать? Сделайте, пожалуйста, одним файлом в PDF всю свою наградную историю и прикрепите. Следующий слайд. Это тоже очень важно, потому что я уже видела там вопрос, опыт. Опыт организации – это как раз опыт участия, разработки, реализации проектов.
Ну, кое-что Дмитрий уже сказал, ну, практически все о нововведениях сказал, но я еще пройдусь, что у нас добавлен новый вид деятельности, по которому могут быть предоставлены гранты. Это противодействие коррупции. Есть такое новое направление. Про ключевые контрольные точки вам сказали, и это тоже нововведение, да, нам надо с вами понять, как и что, и в следующем вебинаре, когда мы будем с вами встречаться 10 февраля и будем говорить от идеи до проекта и вообще про проект, про социальное проектирование, то я думаю, что про ключевые контрольные точки мы поговорим. Действительно появился обязательный показатель 50 человек, и тут уже технически сделано таким образом, что вы не можете поставить меньше, и не удивляйтесь, может возникнуть вопрос, если я занимаюсь, если я по направлению охраны окружающей среды пишу проект о защите животных от жестокого обращения, у меня есть 50 собачек, да, с которыми я буду что-то делать. И мне никак не позволяет проект отправить, потому что я указал там 30 человек и так далее. Но это просто будет невозможно, потому что есть такой фиксированный показатель, 50 человек, вас просто система не пропустит дальше, да, отправить заявку. Ну, тогда давайте мы подумаем о волонтерах, давайте мы подумаем о тех, кому вы расскажете о том, что нужно, об экологическом воспитании, об, не знаю, экообразовании, и вы 50 детям расскажете о том, что животных нужно защищать, охранять и как правильно с ними обращаться. Ну, то есть здесь будьте внимательны, да. И Дмитрий тоже говорил о том, что количество граждан, вовлеченных в культурную деятельность, это тот, кто будет подаваться по направлению культура. У вас тоже есть уже фиксированный такой индикатор, ключевая контрольная точка, которая соответствует национальному проекту. Вот это единственное нововведение по направлению. Следующий слайд. Еще, значит, к основаниям для отклонения заявки добавлено дополнительное отсутствие вида деятельности в уставе участника конкурса. Сейчас расскажу, что это значит. То есть, если мы посмотрим политику поддержки проектов Фонда президентских грантов, то некоммерческая организация, в уставе которой виды деятельности написано «Поддержка трудной жизненной ситуации», «Семей с детьми в трудной жизненной ситуации», давайте так, поддержка профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и поддержка людей без определенного места жительства, вдруг подает на направление охрана окружающей среды. И эта организация начинает у нас, грубо говоря, очищать реку Вилюй. Тогда мы, как администраторы, а дальше указываем вам о том, что несоответствие. Дальше мы указываем уполномоченному органу, и уполномоченный орган вправе отклонить заявку, потому что вид деятельности не соответствует на направление, по которому было подано. Почему? Рассказываю. Потому что Фонд президентских грантов – это некоммерческая организация, и задача номер один – это раздать средства, грантовые средства на проект. А средства, которые сейчас предлагаются, особенно из государственного бюджета Республики Саха-Якутия, счетная палата будет считать нарушением такого рода проекты, поданные, если этот проект подан по направлению, грубо говоря, не указанным в вашем уставе. Понятно? Если есть вопросы, пишите. То есть вначале еще раз смотрим свой устав, а потом выбираем направление. Исключен, а я уже говорила об этом, 5-дневный срок для исправления, и раньше было очень сложно. Вспомните, коллеги, июнь, пора сенокоса, СЭХа, а мы с вами должны посмотреть каким-то образом на почту, увидеть, что на доработку и исправить. Это было сложно, это было какого-то рода даже ограничение, теперь этого ограничения нет. Но, пожалуйста, не позднее срока окончания приема заявок.
То есть 2 марта на доработку мы не успеем просто-напросто проверить и отправить на доработку, а вы исправить. Поэтому это исключено. И могу сказать, что 90%, ну 80-90% всех проектов направляется в последний день. А наша задача за 5 дней все это дело проверить, обработать и отправить дальше в уполномоченный орган. Следующий слайд, пожалуйста. Так, вот еще интересное нововведение. Изменены сроки предоставления отчетов на портале в разделе «Отчетность». Помните, раньше у нас отчетность была по завершению проекта. Сейчас ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом в течение срока реализации проекта. Я прошу вас себе зафиксировать это и не расслабляться, потому что теперь у нас отчетность действительно будет ежеквартальной. Изменения в ключевые контрольные точки, смету расходов, а также продление срока реализации проекта по обстоятельствам, не зависящим от получателя грантов, вносятся посредством подписания дополнительного соглашения, не превышающей 6 месяцев с даты окончания срока реализации проекта. Это тоже нововведение, и, коллеги, я тоже присутствую в группах по победителей грантов главы и вижу, как много нюансов, особенно в эпоху ковидов было, да, и очень сложно внести изменения, продлить сроки, изменения в календарный план и в статьи бюджета. Поэтому вот здесь идут навстречу, но есть одно но, не превышающее 6 месяцев с даты окончания срока реализации проекта. Опять же, выиграли, мы вас поздравили, но на берегу нужно посмотреть, сможете ли вы в этих условиях сейчас реализовать так или иначе свой проект. Следующий слайд. И про кураторство уже сказали. И с чем будут заниматься кураторы, тоже понятно. Кураторы будут, насколько я понимаю, определены приказом Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. Вы их узнаете. Наша задача сейчас сосредоточиться на проектах. Победители своих кураторов узнают. Следующий слайд. И да, здесь также на Якутия, grants.yakutia.click есть поле «Карта гражданских инициатив». Она размещена на портале Единого ресурсного центра. Вы свои проекты, лучшие, которые сейчас реализуете, реальные, можете подсветить на нашей карте. Если у вас нету сайта, если у вас нет странички в соцсетях, тогда, разместив свой проект на карте гражданских инициатив, вы можете взять ссылочку и прикрепить ее в поле о проекте, там, где нужно подтвердить вашу информационную открытость, да, веб-сайт или соцсети и так далее. Это можно сделать и для конкурса фонда президентских грантов, и для грантов главы. Эта карта была специально разработана по поручению председателя правительства. Мы ее с вами должны оживить, она должна задышать. Самое главное, что там не только проекты по муниципалитетам и по направлениям видны, но самое главное, мы должны увидеть, у кого какие ресурсы есть, и мы могли бы заняться с вами фандрайзингом, краундфандингом, обменом ресурсами, привлечением ресурсов друг друга. И такое у нас уже случалось. Люди, НКО, активные граждане, социальные предприниматели могут найти своего рода ресурсы для своих проектов на этой карте. Так что заходите, регистрируйтесь и освещайте свои проекты. Следующий слайд. Да, вот теперь про консультации. Консультации уже вовсю идут. Запишите себе, пожалуйста, вот номер телефона 701-082. Это речь идет о консультациях в единый ресурсный центр. Да, вы звоните, ждете ответа администратора, это наш IT-менеджер разработал такой алгоритм, говорим тему обращения, ожидаем, пока администратор вас запишет на консультацию. Это первый вариант.
и он такой, получается, вербальный. А давайте мы посмотрим про второй вариант, он намного проще, когда вы, во-первых, заходите на наш сайт, на котором будут и есть все образовательные наши мероприятия, где есть полезные советы и так далее. Вы через сайт записываетесь на прием, выбираете нужного вам специалиста по фотографиям или по запросу, выбираете дату, время, заполняете необходимые поля, отправляете. Все, и ждете подтверждения, и вы записаны на консультацию. Еще раз хочу сказать, что у нас коллеги, половина сейчас, к сожалению, получили положительный результат по коронавирусу, поэтому мы все работаем на удаленке. Я думаю, этот месяц у нас пройдет удаленно. А очных консультаций сейчас не будет. Мы бережем ваше здоровье, но и свое тоже. Нам еще месяц работы, месяц и 1 день. В указанное вами время эксперт свяжется с вами, и вы можете отправить проект на экспертизу. Давайте договоримся так. Перед тем, как отправлять проект на экспертизу, бывает таким образом, даже, я считаю, это даже невежливо, когда просто к нам на почту прилетает какой-то проект и висит. Ни здрасте, ни до свидания, чего хотите с этим проектом и так далее. Лучше вначале записаться на консультацию, понять, кто ваш, так скажем, эксперт в едином ресурсном центре. Договаривайтесь с ним, говорите, я отправлю, вот все готово, и мы будем экспертизу делать только тех проектов, которые заполнены на 100%. Потому что я понимаю, посмотреть только цели и задачи, но, коллеги, нас много, 500 заявок точно будет, да, это только те, которые отправили, но будут и те, которые еще не отправили, поэтому лучше нам определить, кто с кем кого консультирует, и, конечно же, все эти услуги, консультации, экспертизы абсолютно бесплатны. Поэтому в письме указывайте вашу фамилию, имя, отчество, организацию, обязательно контактные данные, да, письмо в файле, и эту выгрузку можно сделать очень просто. Там есть такой значочек в интерфейсе «На печать отправить». Это и есть ваша форма в PDF. Не надо нам давать, пожалуйста, логины и пароли. Не дай бог что-то не так слетит и так далее. Это очень большая ответственность, да. И ждем ответа эксперта, можете позвонить, это не страшно. Да, и вот то, что Дмитрий сказал, это очень важно. Поверьте, когда идет грантовый конкурс, почему-то, я знаю, что мы общественники, мы 24/7, да, мы Брюс Уиллисы и Чипи Дейлы, спасаем человечество, но звонить после рабочего времени, ночью, в 7 утра, в 6 утра, ну, это не совсем корректно. Давайте мы будем уважать друг друга. В последний день, так уж и быть, мы будем работать 24/7, но вот сейчас время есть, давайте распределять свое. Самый главный ресурс лично для меня, самый дорогой, это время, да. Срок экспертизы зависит от загруженности, в среднем от 1 до 3 дней. Следующий слайд, и мы сейчас, наверное, мы уложились за час, и я сейчас по фонду президентских грантов. Вообще, можете сейчас, кто подавал заявки, да, и не прошел, вы сейчас делаете работу над ошибками, что по грантам главы, что по грантам фонда, по конкурсу фонда президентских грантов. Еще раз хочу повторить, да, одновременно, будь здоров, Дмитрий, не болей, одновременно мы можем с вами подать и туда проект. Но если у нас проект будет идентичен под копирку, в случае победы, это, конечно, здорово, победить и там, но нам придется где-то отклонить заявку свою, отказаться от гранта. Потому что дублирования не должно быть. Должны меняться цели, задачи, должны меняться точно география, да, должна чуть-чуть видоизменяться бюджет, календарный план и так далее. И может даже не чуть-чуть. Желательно, чтобы проекты, понятно, что хочется и там попробовать, но задвоение бюджетов это официально считается нарушением сейчас. Раньше об этом так вслух не говорили как-то, да.
И конкурсы теперь всегда фонд президентских грантов. Это фиксированные даты, они меняться не будут. То есть сейчас также с 1 февраля объявлен конкурс. Конкурс продлится до 15 марта. Объявление результатов будут в июне. Старт проектов будет с 1 июля. И также нужно понимать, что осенью с 1 сентября у нас будет следующий конкурс, но уже на 2023. Да? И очень хорошие сейчас идут эфиры в Инстаграме, и очень хорошие такие коротыши образовательные на сайте фонда президентских грантов есть, 20-минутки. Мы их все сами смотрим, так как сами являемся участниками не грантов главы, но конкурса фонда президентских грантов точно. И это нам нужно для того, чтобы быть в тонусе, да, и понимать всю эту процедуру. Следующий слайд. Поэтому нам очень важно понимать, быть актуальными, и что есть сроки, что какие есть требования. Еще раз посмотрите положение. Там нововведений таких больших нет. Единственное нововведение, которое есть и случилось в прошлом году, это вы, наверное, помните, с указом президента Российской Федерации 17 мая был учрежден новый фонд культурных инициатив, президентский фонд культурных инициатив, и объявлен уже второй конкурс, да, этого фонда. И, соответственно, вот из направлений было убрано такое направление, как культура, креативная индустрия, искусство. Теперь этого направления в фонде президентских грантов нет. Вот это единственное, наверное, нововведение. И все, кто в этой отрасли, все следят, и конкурс уже завершен. Он был завершен в январе этого года. Следующий слайд. И, собственно, мы уже завершаем. Просто такой взброс. Что такое социальный проект? Это к тому, чтобы вы себя сейчас проверили. Это к нашему вебинару, который состоится 10 февраля в 11 утра. Зафиксируйте себе. Опять же, по этой ссылочке в 11 утра Надежда Наговицына, наш бессменный координатор, будет выходить в эфир. Мы все будем ей помогать. Давайте еще раз себя проверим. Что же такое социальный проект? Это комплекс действий и мероприятий, направленных на достижение целей и получение заранее запланированных результатов для изменения существующей социальной проблемы. Есть несколько таких умозаключений, которые лично я для себя вынесла, занимаясь проектированием с 2008 года. Нет проблемы, нет проекта. Да? Если это не актуально, а мы просто пляшем и поем, то это не про проект, это просто мероприятие или про свою текущую деятельность. Очень сложно реализовать проект без команды. Нет команды, нет проекта. Нет партнеров, практически тоже невозможно. Да, один человек может быть разработчиком вашего социального проекта от вашей организации, но нужна команда, нужны соратники, партнеры, нужен комплекс ресурсов для достижения цели и получения результатов. А результаты у нас теперь еще и переформулировались в ККТ. Следующий слайд, то есть ключевые контрольные точки. И, собственно, вот это наши координаты. Дмитрия мы отсюда отрезать не стали, пусть себе стоит на этой фотографии, потому что он как был, так и присутствует в жизни и конкурсной, и в жизни Единого ресурсного центра, и в жизни Министерства по делам молодежи. Сейчас мы перейдем к вопросам, да? Их уже достаточно много поступило. Можете поднимать руку, вначале включить видео и поднять руку. Всем мы, наверное, не будем, да, включать микрофон, или Леонид, как считаете? Ну, по запросам работать будем. Да, вот есть рука Дмитрия. Давай, Дмитрий. Вот, кстати... Нет, это я для того, чтобы, если что, микрофон включить, ну это отлично, я да, спрашивал. вот таким образом и поднимаем руку, да, не вот так вот, а вот как сделал Дмитрий. Сейчас я спускаюсь в чат,
Что у нас тут? Все, здравствуйте, все хорошо. С днем рождения. Так. Вопрос. Положение конкурса когда выйдет? А в Zoom-трансляция не сохраняется? Сохраняется в Zoom-трансляция. Положение про документы расскажите, Дмитрий, пожалуйста. Так, Всё. на сайте grants.yakutia.click, если мы спустимся чуть вниз, там красивые рисунки пролистываются, чуть ниже есть непосредственно направление конкурса, и чуть ниже этого есть раздел документов. Там на самом деле все опубликовано. У нас коллеги сейчас еще работают над тем, чтобы материалы были разносторонние, максимально доступные. Положение конкурса там имеется. Мы сейчас хотим ее переформатировать, перезагрузить так, чтобы это было удобно непосредственно вам. Я думаю, сегодня в течение дня она так или иначе появится в удобоваримом варианте. Да. Так что следите за этим моментом в разделе документации. Также, если посмотреть наверх, там есть в разделах конкурсная документация, там также все это опубликовано, все это видно, и там тоже мы постарались все это систематизировать, что есть конкурсная документация, что есть заявителем, администратором, методические материалы, исполнитель общественно полезных услуг. И там опять все, в принципе, опубликовано, пошаговые инструкции, как чего добиться, как что все необходимое получить. Спасибо. Так, хорошо. При заполнении заявки есть опыт работы, это НКО или общий стаж. Если опыт работы у вас стоит у руководителя или у члена команды, это стаж. Но там, по-моему, не опыт работы, там стоит образователь, значит, где вы учились и наименование, где вы работали, да. Деятельность, опыт, реализованные проекты, это про организацию заявитель. Четко в поле отдельно руководитель, отдельно команда, отдельно организация. Как это говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Да, все вместе в одну мы не включаем. При заполнении календарного плана задачи автоматически тащит задачи, а не по порядку номерами. Это не страшно. Это не страшно, а задачи, это, во-первых, облегчает, и мы с вами посмотрим в следующий раз о том, что на каждую задачу у нас должно быть по 2-3 мероприятия минимум. Но редко, когда у одной задачи может быть одно мероприятие. Такое возможно, но редко. И это и хорошо. Первый, второй, третий – это не обязательно. Это у вас зависит от даже не задачи, а от сроков мероприятия, которые вы прикрепили. И имейте в виду, что в фонде президентских грантов ключевые контрольные точки в случае победы мы потом меняем. Мы полностью меняем сроки, мы их сокращаем и так далее, они упрощаются. Если мы, вот как фонд «Семья для ребенка», у нас календарный план обычно там на 20 мероприятий и так далее, он очень тяжелый, большой. В результате при подписании договора он видоизменяется, мы сами его сокращаем, и он становится очень маленький, конкретный, и не страшно это, что он у нас... что он у нас не по номерам там и так далее. Вот если оформляли устав через госуслуги и нет печати Минюста, поясните, пожалуйста, Ленский район в чате. А неужели, да, через госуслуги можно подать и получить действительно устав, неужели там у вас нет устава с какой-то отметочкой Минюста? Потому что это точно должен быть какой-то документ, который подтвержден, что Минюст сам отметочку свою поставил. Дальше идем. Я тут один момент дополню. Мне кажется, вот Спиридонова по вопросу заполнения календарного плана задачи, она допустила такую небольшую вот, ремарочку. Там в разделе задачи она прописала 1, 2, 3 в одном столбце. Там есть такая заветная кнопочка, зелененьким такая выделена «Добавить». Надо каждую задачу в отдельное окошко добавить. Может быть, тогда, скорее всего, ситуация, которая у нее произошла, будет решена.
Это вот момент посмотрите. Если все сделано правильно, то тогда, да, может быть, какой-то технический момент, вы обязательно нам позвоните, мы постараемся с этим разобраться вместе. Так, еще очень хороший вопрос. Приветствую вас, Анабарский район. Вижу закрытые периоды по месяцам заполнения календарного плана. Начинается только с сентября. Дмитрий, возьмите себе на заметочку этот вопрос. Почему у нас так? Это может быть и техническая ошибка, кстати. Да, Давайте это зафиксируем. технический момент я уже передал нашим коллегам Да. с техотдела, они вот сейчас Спасибо за работают над этим. вопрос. Эти вопросы очень важны, потому что ничего не совершенно, и наш портал, он все время находится в состоянии доработки, обновления и так далее. Дальше идем. Так. Дмитрий Куприянов, ваш телефон хотят, напишите в чате, пожалуйста. Да, я там Это записал. не представитель ресурсного центра, куратор, в соответствии с тем направлением, да, 23 направления, о которых говорил Дмитрий, вы должны понимать, что это средства из государственных программ, и каждое министерство, например, Министерство труда, социальным коммуникациям, в разделе по наркозависимым, да, оказание поддержки таким целевым группам, эти средства предоставляет Минтруд. Соответственно, куратор будет назначен приказом от Минтруда, будет телефон его, фамилия, имя, отчество, и он на вас выйдет, поверьте, у вас будет связь, и он будет таким образом следить о целевом использовании средств, раз, и о полностью реализованном проекте и так далее. Это очень хорошая помощь такая. Кто является победителем фонда президентских грантов, вы прекрасно знаете о том, что кураторы, они сидят, наши кураторы в Новосибирске, и эти кураторы следят за предоставлением отчетностью и так далее. Так, у меня сейчас батарейка может сесть. Угу. Так, дальше. Следующий вопрос. Дмитрий, вы озвучите, пожалуйста, пока я тут пытаюсь. Да, так, тут спрашивают, налоги по состоянию на 1 февраля 2022 года. Желательно ее делать за 5 дней до отправления заявки, потому что у нас наши специалисты стараются непосредственно, конечно, проверять в день поступления заявки. У нас существуют специальные программы, по которым вот мы вытягиваем вот такие вот данные. И поэтому мы, конечно, будем делать все возможное, чтобы проверять это непосредственно в день поступления. Но на всякий случай, конечно же, оплатить налоги за 5 дней, проверить это непосредственно на сайте Федеральной налоговой службы. Там достаточно простая форма регистрации, и, в принципе, можно запрашивать достаточно быстро и качественно эта вся информация передается. Поэтому непосредственно за 5 дней до подачи заявки, ну и потом отслеживайте. И если случилось так, что вот вы оплатили, а потом вдруг получилось так, что вам начислили там 5-10 копеек пени, сразу же это оплатите и, конечно же, информационно нас оповестите, потому что мы будем стараться идти навстречу с таким вот ситуациям и, конечно же, будем, если что, допускать непосредственно второй момент оплаты вот этих вот 50 копеек, 5-10 копеек, чтобы ситуация была в вашу пользу. Потом у нас тут есть вопрос, я вижу, доверенность оформляется в свободной форме или есть бланк специальный. Я думаю, если... Ну, я могу, в принципе, на этот вопрос тоже ответить. Оформляется она, в принципе, в свободной форме на бланке организации, о том, что вот передается. Единственный момент, очень важный, она должна быть нотариально заверена. То есть вам надо будет сходить к нотариусу, и нотариусам не могут выступать, например, органы администрации или так далее. То есть обязательно надо идти именно в нотариальную службу. У нас они есть непосредственно в городе Якутске, в некоторых муниципальных районах. В рамках наших выездов мы выяснили, что нотариусы также имеются в ряде районов нашей республики. Но так или иначе, если нет возможности, то придется отправлять документы в Якутск и здесь вот оформлять их у нотариусов. И непосредственно, если оно оформлено
на бланке организации текст текстом следующего характера, что вот организация предоставляет возможность права подписи документов от имени организации в рамках проекта, который реализуется, то, конечно, за это будет все засчитываться. Так, спасибо, Дмитрий, очень помогаете вести эфир. Здорово, что вы с нами. Да, запись, еще раз говорю, трансляции будет. Название канала на YouTube-канале «Единый ресурсный центр». И, в принципе, если в чате напишите, мы можем и отправить, но лучше подписаться, и так будет дешевле, и нам приятнее на наш YouTube-канал. Да, может ли представить одна организация несколько проектов, если руководители проектов разные? Но смотрите, по разным направлениям вы можете представить два разных проекта. Но если проект, да, неважно, руководитель-то как раз может быть один. Но если мы увидим, да, действительно по разным направлениям, очень хитренько заявитель отправил, в принципе, как под копирку один и тот же проект, да, совпадают цели, задачи, краткое описание, календарный план и бюджет, то эта заявка будет рекомендована к отклонению. Потому что по одному направлению может быть подана только одна заявка, да, не больше. Но если вы можете несколько заявок, но они должны быть полностью абсолютно разные. Правильно, Дмитрий, я говорю? Да, абсолютно Да, также правильно. и в ходе президентских грантов, насколько я знаю. Так, дальше. Если общественная организация зарегистрирована 10 августа, то она может сейчас подать заявку, Дмитрий? На грантах главы, если мы говорим о конкурсе грантов главы, то, конечно же, да, у нас нет, мы пошли навстречу, опять-таки, организациям, супротив, конечно же, правилам и обычаям фонда президентских грантов, но тут я сейчас оговорюсь тоже, там тоже можно участвовать, в принципе, как только вы зарегистрировались. Единственное отличие в конкурсе грантов главы, это, конечно, то, что вы, как только зарегистрировались, вы можете подаваться на любые суммы в рамках тех лимитов, которые были представлены по направлениям. В фонде президентских грантов же там вы должны отработать полгода для того, чтобы подаваться на любые суммы. А до этого вы можете, в принципе, сразу тоже идти на конкурс, но до суммы до 500 тысяч рублей. Поэтому флаг в руки держайте. У нас были случаи, когда организации зарегистрировались только вчера, до конца срока подачи заявок осталось буквально 2-3 дня, и они уже подались, и даже проходили конкурсный отбор, но, конечно, там уже все зависело от экспертизы, от результатов экспертизы, получали или не получали. Такую информацию я прямо сейчас сказать, увы, не могу. А фонд президентских грантов, новая организация вообще может подать заявку, но нужно понимать, что там немногомиллионный проект, рекомендуется в пределах 500 тысяч рублей. Да? Очень хороший вопрос участникам, может ли конкурса быть ТОС, то есть территориальное общественное самоуправление. Не только может, но и должен, потому что есть такое направление, которое называется поддержка проектов, направленных на развитие территориальных органов самоуправления. И 5 миллионов рублей на это выделяется. В прошлом году мы поздравляем победителей, кто был, и в этом году обязательно нужно идти. Это второй год в рамках этого конкурса идет поддержка именно ТОСа, территориальное общественное самоуправление. У нас их зарегистрированных уже 24-25, наверное, точно есть. Дмитрий дал свой номер телефона. Отправьте, пожалуйста, ссылку, где посмотреть в записи. Ссылку, Леонид, вы можете отправить в чат? Я уже направил ссылку. Хорошо, спасибо. Ищите в чате, скопируйте себе, чтобы мы не делали лишнюю работу. Налоги и пени по состоянию на какое число? Дмитрий уже отвечал на этот вопрос, но можете повторить. Желательно за 5 дней до подачи непосредственно заявки. И также обновляйте информацию, следите на сайте, в личном кабинете фонда Федеральной налоговой службы. Если случилось так, что после оплаты у вас вдруг образовалась задолженность или пени, то и обязательно ее погасите, получите соответствующую справку и, конечно же, направьте ее нам
мы это обязательно учтем и, конечно же, приложим к тому, что у вас нет задолженностей. Мы постараемся максимально в этом плане пойти навстречу, как я Да. уже ранее говорил. Спасибо, Дмитрий. Вот победители, да, там новый у нас слушатель появился. Победители фонда президентских грантов 2022 не подают тогда на грант Республики Саха-Якутия? Да, конечно, подают. А на Барский район мы за то, чтобы Арктика у нас... Во-первых, я вас поздравляю, Наталья Алексеевна, с тем, что вы победили. Мы за то, чтобы арктические проекты находили свою поддержку на федеральном и на региональном уровне. Просто тот проект, с которым вы победили, вы его уже не подаете. Вы подаете другой проект. Ну, к примеру, у вас был проект поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компас будущего. А сейчас вы, например, профориентация детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть другое направление берете, но в рамках своей уставной деятельности. Вид деятельности по АКВЭД пишем? Нет, не по АКВЭД. Виды деятельности здесь имеется в виду ваша уставная деятельность, то есть цели, задачи, которые прописаны у вас в уставе. Откройте, посмотрите. Мало того, вы их будете в организации заявитель копировать, ставить. Вы будете их прикреплять. Правильно же? Вот. Поэтому вот на это обратите внимание. Получившие грант в прошлом году отчитываются поквартально? Благотворительный фонд Харысхал спрашивает у вас Дмитрий. Мы сейчас активно обсуждаем этот вопрос. Сегодня у нас должна состояться комиссия, в рамках которой мы должны этот вопрос тоже поднять и обсудить. Это очень правильный, очень хороший вопрос. Тех победителей ранних лет мы, конечно же, оповестим. Если примется такое решение, чтобы вы отчитывались квартально, на самом деле не рассчитывалось изначально, но во всяком случае для того, чтобы и вам было удобно, и для того, чтобы нам было легко вместе с вами контролировать ход исполнения ваших проектов, скорее всего, возможно, оно появится. Поэтому ждите информацию непосредственно в тех WhatsApp-группах, где вы состоите. Мы обязательно об этом оповестим и, конечно же, всех сообщим. Так, спасибо. Значит, здравствуйте. Органы местного самоуправления могут софинансировать НКО? Конечно, могут. Поддержка некоммерческих организаций в рамках 131 федерального закона о местном самоуправлении, в том числе, и здорово, когда софинансирование есть у проекта за счет местного, регионального, федерального бюджетов. Это здорово. НКО Минмолодежи оказывают помощь только молодежной организации? Вот какой хороший вопрос. Да, тут надо отметить, что у Министерства по делам молодежи нет некоммерческой организации, как таковой, мы являемся органом исполнительной власти. Мы не выделяем какие-либо определенные направления, не выделяем, у нас нет любимчиков, мы очень объективно смотрим каждую работу, каждый проект. Но оцениваем не мы, оценивают независимые эксперты. Их имена известны очень ограниченному кругу лиц. Честно скажу, что даже мы некоторых специалистов министерство не допускает к этой информации, потому что мы пытаемся добиться максимальной анонимности наших экспертов, и поэтому помощь оказывается всем. Мы, как отдел взаимодействия с институтами гражданского общества, консультируем, помогаем и поддерживаем морально, духовно, а также письмами поддержки всех некоммерческих организаций, которые к нам обращаются. Это не касается только молодежных организаций. Все-таки мы Министерство молодежи и социальных коммуникаций. В данном случае мы смотрим раздел социальных коммуникаций и Институт гражданского общества непосредственно. У нас еще 17 сообщений, Дмитрий, поэтому мы сейчас должны быть с вами не только с чувством юмора, как отметили, у ведущей с чувством юмора все в порядке,
Да, так легче нам с вами взаимодействовать и работать в том числе приятно. Вообще нам нужно постараться успеть на все вопросы ответить. Муниципальные бюджетные учреждения не могут участвовать в грантах, только социально ориентированные некоммерческие организации, у которых в учредителях нет ни органы МСУ, ни органы власти. Запись, вот ссылочка висит, спрашивают, оно может участвовать на соискании гранта полгода с момента создания, неукоснительные условия. Ну, оно может участвовать, это автономная некоммерческая организация, а насчет с момента создания Дмитрий ответит. Ну, вообще, как я уже ранее говорил, у нас нет понятия сроков создания организации, поэтому я думаю, вы уже ранее слышали этот ответ, я повторюсь просто еще раз. Только создали, поучаствуйте. Это касается грантов главы. А фонда президентских грантов там, в принципе, то же самое. Единственное, если вы хотите на большие суммы, то у вас должен быть одно из обязательных условий, это, конечно же, полгода деятельности организации. Тут еще спрашивают, ИП могут ли участвовать? К сожалению, пока такого у нас доступа нету. У нас конкурс только для социально ориентированных коммерческих организаций. Индивидуальные предприниматели, в принципе, как выход могут найти партнерство некоммерческой организации и вместе с ними реализовывать проект. Мне кажется, это достаточно интересная возможность. Какие еще есть тут вопросы? Можно ли участвовать параллельно по разным направлениям? Ну вот, я даже могу сказать, что мы как администраторы будем смотреть, участникам конкурса представлено ли более одной заявки на участие по одному и тому же конкурсному направлению. Вот если по одному и тому же, это на доработку и рекомендации к отклонению, да? А если участникам конкурса представлено более одной заявки, по разным направлениям, то есть здесь абсолютно разные, еще раз повторяю, цели, задачи, направления, но еще раз хочу напомнить о том, что виды деятельности, то есть еще ваши уставные цели, они должны вот эти несколько направлений в уставе содержать, да? Мы направили на фонд Потапова, может, Потанина, проект еще неизвестно, проект можем участвовать, но как под копирку просто не нужно. Давайте мы с вами географию изменим, давайте мы чуть-чуть видоизменим календарный план, бюджет. То, что вы попросили у фонда, скорее всего, Потанина, да, Наталья Алексеевна, скорее всего, фонд Потанина, то уже не просите у гранты главы. Вот как под копирку точно я вам не советую, потому что будет обидно, что придется от чего-то отказываться. Я еще раз хочу повторить, что это норма, которая к нам с Минфина пришла, она спустилась, по-моему, с Минэкономразвития и была передана всем уполномоченным органам, ресурсным центрам и так далее. И мы тоже так не делаем, и вам не советуем. Сколько заявок можно подать от НКО по разным, да хоть сколько. А вот сколько у вас в уставе написано направлений? Давайте так. И сможете ли вы вот так вот, как сказать, раздвоиться, и есть ли у вас эти проекты? Потому что очень важно, да, еще одна такая догма есть, проект ради проекта. Не очень хорошо. А вот когда у вас есть уже какие-то начинания, стартапы, есть видение, есть команда и так далее, с нуля вообще очень сложно. Очень сложно. Но вы точно уже в январе, если с нуля, должны были подумать о том, по каким направлениям подавать. Не запрещено, но тогда все должно отличаться. Еще раз ссылка на запись. Здравствуйте, от одного НКО сколько заявок? Да хоть сколько. Еще раз повторяю, в зависимости от того, что у вас в уставе. Они должны отличаться. Так, информировали. СПС, спасибо за ответ. ТОС может участвовать. Только Нет, конечно, ТОС может участвовать по разным направлениям, которые у вас в уставе. Но вот это, если вы хотите именно деятельность ТОСа, да, которая на развитие местного самоуправления, развитие местных проектов, то милости просим туда. По участию ТОС можно получить отдельную, конечно, можно. В конце мы поставим, давайте слайд, как можно получить консультацию. Так,
хотим подать заявку на строительство, хороший вопрос, и благоустройство территории, школы-интерната, и там же построить сквер. Можем ли мы совместно с общественной организацией подать заявку? И АГАТУ может принять участие в гранте, ну, принять участие в проекте, например, да. Ну вот смотрите, есть в порядке, есть один пункт, который очень важен. Мы об этом будем говорить, наверное, только на последнем или предпоследнем вебинаре. Этот пункт, он, насколько я помню, в порядке 4.4. Давайте мы внимательно его посмотрим. Пункт порядка 4.4: за счет предоставленных грантов запрещается осуществление предпринимательской деятельности, да, оказание финансовой и материальной помощи, а также платных услуг гражданам, поддержка политических партий, так далее, и расходы на капитальное строительство новых зданий. Все остальное вроде бы и у нас не запрещено. То есть на приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки. Но смотрите, это должно быть в контексте. Если у вас проект исключительно на вот это вот сквер, строительство его и благоустройство, я думаю, что эксперт может просто по некоторым критериям вам поставить вот баранки. Почему? Потому что проект – это не только одно мероприятие или строительство одного объекта, или архитектурной малой формы какие-то и так далее. Мы должны с вами думать, какая актуальность, благополучателей у нас должно быть уже не менее 50, какой эффект, какие качественные и количественные результаты у нас получатся в результате того, что сквер у нас появился. Вот это очень важно. Что если параллельно у вас будет мероприятие по патриотизму, там, я не знаю, образованию детей, школьников, молодежи, средний возраст, старшее поколение и так далее, то есть в контексте, но на капстроительство точно не дадут. И вот такие моменты очень хорошо поддерживаются на муниципальном уровне. Я помню про конкурсы народный бюджет, да, малоархитектурные формы, сквер, детские площадки, спортплощадки, даже поддержка ТОСов на муниципальных уровнях, она идет, мы это видим, тот же Горный район, да, этим отличается, Сунтарский и так далее. Здесь одна история. А гранты главы, скорее всего, у экспертов будет некий запрос. И то, о чем говорил Дмитрий тоже, давайте мы с вами будем актуальными, надо смотреть, какие национальные проекты сейчас идут. Сейчас есть еще новое направление, которое на ВЭФе озвучено было, национальная социальная инициатива, какие у нас сейчас будут намечены. У нас столетие ЯССР, да, понятно, у нас год матери. И если это все в контексте, то почему бы и нет? Но это должно быть в рамках проекта. Так, дальше. Может ли член общества подать заявку? Подать заявку, заполнять может член общества. А подписать вот эту вот последнюю вот это вот заявление может только руководитель или по доверенности. Если руководитель не может, но он уполномочил кого-то, тогда оформите доверенность. Я уже обращалась за консультацией, меня консультировал Леонид. Но Леонид у нас не эксперт в проектировании. Он у нас IT-менеджер и администратор по совместительству. Дима у нас ушел. Поэтому вы должны записаться конкретно к эксперту на консультацию. Хорошо? Вот прямо сегодня запишитесь на консультацию. И либо Леонид, а лучше через портал, потому что у Леонида сейчас разрывается вот этот телефон, он уже красный. И будет записано к эксперту. У нас есть Мария Захарова, у нас есть Надежда Наговицына, у нас есть Вячеслав Федреев, у нас есть Сардана Григорьева, у нас есть Ольга Вешникова. Леонид, который принимает ваши звонки, IT-менеджер, он делает сейчас все для того, чтобы мы с вами вот так вот онлайн общались, и запись в том числе.
Хорошо? Если по созданию, регистрации, внесению изменений, сразу на портале записывайтесь к Вячеславу Идрееву. И все вот эти юридические вопросы, чтобы у Леонида не спрашивать, сразу к нему. Актуальность, помощь в социализации детей и по патриотическому воспитанию. Ну да, конечно, это все актуально, и патриотика, в том числе, это направление у нас есть. Так, общественные организации педагогов республики могут подать заявку для получения земельных участков. Нет, земельные участки, еще раз говорю, нет. Расходы на приобретение недвижимого имущества, включая земельные участки и капстроительства, за счет предоставленных грантов запрещается. Так. По-моему, это был последний вопрос. Коллеги, есть еще вопрос? Или поднимите руку, и вы хотите что-то сказать. Мы даже включим микрофон. Ну, собственно, ремонт. Так, сейчас начнем мы ремонтировать. Чего ремонт? Собственной квартиры ремонт, понимаете? Или ремонт вольеров для бездомных, для бродячих собак. Разные вещи, правда? Чего ремонт? И я думаю, что тот же ремонт, если он капитальный, то он тоже может быть отнесен к запрещаемым расходам, ну или даже не столько запрещаемым, сколько, еще раз говорю, в контексте эксперт, если он не увидит, что, смотрите, если ремонт будут делать выпускники детских домов, да, ремонт сквера матери, ну, я не знаю, или ремонт к 75-летию Великой Отечественной войны, если будут делать дети поселка, и это в рамках патриотического воспитания, то я бы, наверное, сказала да, как эксперт, но я не эксперт. А вот если ремонт ради того, чтобы ремонт, вот тогда это проект или нет. Поэтому очень внимательно, мне кажется, нам надо будет с вами встретиться на вебинарах на следующих неделях, где мы будем говорить, что такое проект, цели, задачи и так далее. Да, в принципе, на ремонт разрешено, но я еще раз говорю, это не должно быть только одной статьей расхода и в календарном плане одним мероприятием. Спасибо за информацию. Одинокие отцы, нам нужен куратор. Возможно ли прикрепить нас к куратору? Смотрите, к куратору прикрепляются, сейчас вы можете получить консультацию у Дмитрия, у меня, у Единого ресурсного центра, у других ресурсных центров. Леонид, давайте подготовим сейчас в конце, значит так, из слайда, если можно, Дмитрия взять контакты всех ресурсных центров, да, покажем, как записаться к нам на прием еще раз и нашу контактную информацию. А куратор у вас появится тогда, когда вы выиграете грант. Когда вы станете победителем, тогда вы получите своего куратора для того, чтобы реализовать эффективно под ключ ваш проект. На благоустройство территории разрешение ЭМО требуется. Да, требуется, и очень много разрешительных документов, и очень сложно, когда вы что-то строите, потом это надо кому-то передавать. Понятно, что средства госбюджета, а строите вы на муниципальной земле, это муниципальный сквер, например, и так далее. И тут очень много «но», очень много нюансов. Поэтому я и говорю, что вот вы же там видели софинансирование муниципалитетов. Вот как раз вот эти вещи в рамках 131 закона муниципалитетом поддерживалось и будет поддерживаться. Ну, плюс еще давайте мы не будем с вами думать о том, что у нас источник-то один только гранты главы или гранты президента. Мы должны с вами заниматься фандрайзингом. Это сбор пожертвований, это привлечение других грантов и субсидий. Это разные формы бюджетов, субсидий, муниципальный, региональный, федеральный. Да? Это собственный вклад организации и так далее. Обустройство спортивной площадки, приобретение уличных тренажеров по проекту. Да, возможно.
Но опять же в контексте проекта. Если ваш проект направлен, например, на ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, и у вас ключевые контрольные точки, индикаторы, качественные, количественные показатели будут достаточно большие. Ну, хорошо бы тогда какие-то письма иметь, да, партнерские, что вот письмо поддержки от администрации района или городского округа о том, что действительно мы полностью все это делаем, готовим, разрешительные документы есть, а совместно с этой некоммерческой организацией оборудуем там какую-то площадку, сквер. Вот это да, вот это возможно. Не забывайте про письма поддержки, про соглашения о сотрудничестве. Их нужно уже запрашивать сейчас. Они должны быть направлены в адрес экспертов конкурса. Кто-то пишет в адрес министра, например, да. Но Министерство по делам молодежи просит, по-моему, Дмитрий, поправьте меня, в адрес экспертов конкурса готовить такие письма. Да, в адрес экспертной комиссии, потому что считают, ну, во всяком случае, у нас тут принято считать, что заявку смотрят эксперты. Поэтому... Ну, а нам нравится, например, мы как единый ресурсный центр пишем Чукалину. Вот нам нравится написать. Тоже котируется, как мне кажется, тоже котируется. Это тоже не запрещено, единой формы нет, но вот, да, к экспертам, и мы видим, Челябинская область, Югра, они тоже предлагают к экспертам писать такие письма, и в письме должно быть не просто вот эта организация «Колокольчик», она хорошая, белая и пушистая, нет, мы поддерживаем эту организацию, она действительно осуществляет свою деятельность на территории нашего района, и мы поддерживаем этот проект и готовы оказать поддержку организационную, методическую, материальную, финансовую, информационную или иную поддержку проекта. Так, коллеги, больше вопросов нет. Давайте мы посчитаем сегодня, Леонид, сделаем рекорд, не рекорд, сколько было вопросов. Это для нас. Мы любим все анализировать и учитывать. Давайте посчитаем, сколько было сегодня вопросов. Значит, запись уже размещена. А если у меня небольшой проект, письма все равно нужны и много надо. Вот в зависимости от проекта, пусть он даже будет небольшой, но у вас могут быть партнеры, да? Например, если проект давайте возьмем по поддержке людей в трудной жизненной ситуации, то у вас там на месте или здесь в городе есть управление соцзащиты, возможно, вы с ними взаимодействуете, или с другой организацией. Ресурсный центр, который вас курирует на месте или в республике, тоже может дать вам рекомендацию. Почему нет? Это говорит о том, что вы не одни, и в случае, если какой-то форс-мажор, вам будет оказана поддержка. Так, у нас тут личный вопрос, да, по-моему? Вы хотите вопрос нам задать? Нет? Кто вышел в эфир? Так, собственно, есть еще вопросы? Коллеги? Мы будем закругляться, наверное, да? Еще раз я сейчас просмотрю методические рекомендации, с чем мы вас можем отправить на доработку. Коллеги, я попрошу действительно, если по техподдержке, если по приему на консультацию единый ресурсный центр, есть какие-то нюансы, предложения и так далее, пишите, звоните, направляйте, пишите в WhatsApp и на нашу почту в том числе. Вот контактная информация, это все ресурсные центры, которые у нас есть. Вы можете к ним обратиться. Допустим, молодежные и детские общественные объединения, точно надо обращаться к Геннадию Охлопкову. Это вот, например, точно. Да? А есть «Милосердие» или «Спас», Якутская региональная общественная организация. Это проекты в области поддержки проектов епархии Русской Православной Церкви. Тоже есть одно из направлений. Поэтому вы можете выбрать, если у вас проект по межнациональным отношениям, великолепный ресурсный центр, рекомендую Дома дружбы народов. Пожалуйста, пишите им, звоните им, если наши телефоны вдруг заняты и так далее. Главное один раз отрезать только, 7 раз
отмерить, да, то, о чем мы говорили, думаю, если кто-то из коллег не видел, хотите передать, можете отправить нашу запись, это абсолютно разрешается, и даже для этого мы ее и делаем. И как записаться на консультацию? 701-082, и ждете ответа, Леонид ответит, и он вас либо запишет, либо перенаправит к нашему эксперту, одному из экспертов Единого ресурсного центра. И второй вариант, и так будет быстрее, проще, да, это через портал. Заходите на портал, записываетесь на прием, выбираете тот, кого вы хотите или кто вам понравился, и за календарем у нас есть журнал, мы это все следим. Дальше экспертиза, но экспертизу мы будем делать, конечно, не в последний день, желательно это делать пораньше и лучше вначале на консультацию записаться, чтобы мы понимали, о чем речь, и предупредить о том, что экспертиза все-таки нужна, важна, и на какие нюансы необходимо было обратить внимание. Здесь дальше пошли спасибо, ура, мы очень рады, что мы были для вас полезны. Будем выходить в эфир, получается, у нас каждый четверг, насколько мы поняли, в 11 часов. Давайте будем с вами встречаться. Да, пишите ваши вопросы. Подпишитесь, пожалуйста, в Инстаграме на Единый ресурсный центр. Нашу страничку последнюю откройте, пожалуйста, Леонид. И подпишитесь в Фейсбуке. Там у нас все есть рассылки, а здесь вот их есть, нету, здесь фонд «Семья». А вы можете сейчас в чат отправить наши, для того, чтобы коллеги сохранили. В чат отправьте еще раз наши все эти реквизитики. Я всех благодарю. Надеюсь, что вы все здоровы. 44 вопроса. Ну, я не знаю, это Дима... Мы устали чуть-чуть, да, Дима? Да, но мне было очень приятно с вами все-таки вместе выйти в эфир. Честно, соскучился, оказывается, работать вместе с вами в этом ключе. Ну и привет омикрону от омикрона, да, несмотря на Да, это. привет омикрону от омикрона. Тоже вот только вышел на работу. Всем здоровья, светлых мыслей, идеи ваши, чтобы воплотились в жизнь в виде проектов. Давайте, успехов. Мы всех за вас держим кулачки. Счастливо, выходим. Всего доброго всем, коллеги. До свидания. Дима, спасибо. Ага.